Благодаря успешной реализации федеральной программы «Земский доктор» сразу 25 молодых специалистов региона получили денежные сертификаты в 2019 году. Такая поддержка государства направлена на привлечение молодых специалистов в села и решение кадровых проблем на местах. В числе получивших единовременную выплату и героиня нашего следующего сюжета Луиза Добриева. Подробнее в репортаже. Со стетоскопом в руках и рекомендациями для дальнейшего лечения на листочке врач-педиатр Сурхакинской больницы принимает очередного маленького пациента. Луиза Добриева – одна из тех, кто благодаря программе «Земский доктор» не только смогла найти работу, но и улучшить свои жилищные условия. Здесь она работает уже 5-й месяц, смотрит детишек на месте, а также частенько наведывается к ним сама. На попечение у Луизы свыше 900 пациентов, и каждому из них нужен свой особый подход. Наша больница, она создала все условия для работы на участке. Условия и для мамочек с детьми. Как вы видите, у нас кабинет оснащен всем инвентарем, необходимым для приема. Имеется у нас процедурный кабинет, прививочный кабинет. Проводим мы профилактические беседы на приеме с мамами для того, чтобы дети до года у нас должны осматриваться врачом ежемесячно. До Сурхакинской амбулатории Луиза работала в Якутской районной больнице. Мысли присоединиться к программе «Земский доктор» и выйти на работу в сельскую амбулаторию сопровождали ее все это время. Плюс ко всему это был повод вернуться в родную Ингушетию, лечить и жить среди своих людей. Тем более государство выплачивает за это подъемные 1 000 000 рублей. Я эту компенсацию планирую потратить и распределить ее на улучшение своих жилищных условий, на свою семью. По этой программе я обязуюсь отработать в данном селе 5 лет. Заключила я договор с Назранской районной больницей, где я работаю участковым педиатром на 1-м педиатрическом участке. Благодарна этой программе. Желание работать у меня на участке есть в этом селе, приносить пользу нашему населению. Квалифицированные специалисты не торопятся трудоустраиваться в сельских больницах, а уж тем более в амбулаториях. Но Луиза решилась, и теперь в сельской здравнице она неизменный работник. Впрочем, как и 159 ингушских врачей, которые также стали участниками федеральной программы «Земский доктор» и получили денежные сертификаты. На сегодняшний день у нас в 2019 году 25 человек прошли по программе «Земский доктор», получили подъемную господдержку на улучшение своих жилищных условий. У нас участвовала Малгобекская районная больница, Сунжская центральная районная больница, Карбулакская городская и Кансовская участковая больница. По разным профилям: неврологи, УЗИсты, терапевты. Наличие высшего медицинского образования, переезд на работу в сельскую местность и заключение трудового договора с медучреждением сроком на 5 лет – это все условия участия в программе. Получению статуса «Земский доктор» не помеха даже возраст. Владимир Владимирович Путин обозначил перед федеральным собранием вопрос о снятии возрастного ценза, то есть 50 лет, то есть дает возможность всем работникам здравоохранения, вне зависимости от возраста, участвовать в данной программе. Это будет реализовано, я думаю, в 2020 году. Пока мы не определили реестр должностей, которые необходимы, которые будут участвовать в данной программе, думаю, в ближайший месяц данный реестр будет утвержден. Он будет высвечен на официальном сайте Минздрава Ингушетии. Благодаря этой программе в сельских учреждениях, где ощущалась нехватка врачей, к работе привлечены педиатры, терапевты, кардиологи, рентгенологи и другие специалисты. Эта практика доказала, что программа стала весомым стартовым капиталом для молодых врачей при переезде в села. Жарадат Хулухоева, Марбек Мержоев, Новости 24.